Премьер Кыргызстана впервые лично отреагировал на расследование Азаттыка о выводе из страны $700 миллионов. Он полагает, что это капля в море. Всего, по его словам, Кыргызстан мог лишиться $90 миллиардов. За 2018 год из всех банков Кыргызстана было переведено $90,5 миллиардов. Внук беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева сменил фамилию на Петров и ведет строительный бизнес в Беларуси. Развлекательный комплекс в центре Минска тянет на $80 миллионов. Среди этих студентов я не обнаружил Руслана Маратовича Петрова, но обнаружил там Бакиева Руслана Маратовича. Ну и, соответственно, мы стали предполагать, что, скорее всего, этот человек поменял фамилию с Бакиева на Петрова. Десятки таджикистанцев оплатили паломничество на Малый хадж. Перед вылетом организатора поездки арестовали, и полет сорвался. В результате ни хаджа, ни денег. Правда, потраченные средства обещают вернуть. Мужчина представился сотрудником госбезопасности. Я ему сказала: сынок, если у тебя мать... В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В бишкекской студии я, Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Из кыргызстанских банков в прошлом году перевели за рубеж более $90 миллиардов, заявил сегодня премьер-министр страны. Правда, что это за деньги, откуда они взялись, Мухаммедкалый Абылгазиев не уточнил. В любом случае, считает глава Кабмина, те $700 миллионов, о которых говорится в расследовании Азаттыка, лишь капля в море. Эти средства, по мнению премьера, могли быть обычными рабочими транзакциями бизнесменов. Как реагируют власти Кыргызстана на недавнее расследование журналистов об отмывании сотен миллионов долларов через Кыргызстан, расскажет Джибек Бегалиева. С тех пор, как группа журналистов опубликовала скандальное расследование, целой сети нелегальных грузоперевозок через Кыргызстан прошла ровно неделя. По версии авторов, покрывал контрабандистов один из таможенных начальников Раим Матраимов. С помощью разных банков владельцы теневого бизнеса вывели из страны как минимум $700 миллионов. Но в правительстве считают, что эти деньги никак не касаются обычных кыргызстанцев. Это не бюджетные деньги. За 2018 год из всех банков Кыргызстана было переведено $90,5 миллиардов. За 6 месяцев 2019 года переведено $48,3 миллиарда. Получается, из Кыргызстана в прошлом году за рубеж перевели больше $90 миллиардов. Это в 11 раз больше всего ВВП страны и ровно в 15 раз больше общего товарооборота. Кто переводит эти средства и что это за деньги, премьер не знает, но считает, что хорошо, что кыргызстанским банкам так доверяют. Поэтому $700 миллионов, о которых говорят журналисты, по его мнению, могут быть обычными переводами бизнесменов. Нет вопросов и у спикера парламента. Никто ведь не заявил о коррупции на таможне. Нет показаний о том, что эти деньги должны были поступить в бюджет, а они их украли. Нет таких людей. Саймаити говорил, что по $4600 давали за КАМАЗ, но нет ни одного заявления от предпринимателя, который бы сказал, что он на самом деле давал эти деньги. Правда, 3 дня назад на центральной площади в Бишкеке собралось около 1500 человек. Все они требовали реакции властей на расследование Азаттыка о выводе денег. Прямо перед митингом власти задержали одного из активистов, который призывал людей выйти на акцию протеста. Администратора популярной в Фейсбуке группы обвинили в разжигании межрегиональной розни, арестовали на 2 месяца до решения суда. И пока в соцсетях горько шутят, что не такую реакцию от властей требовали митингующие, из фото организаторов прошедшей акции протеста лепят коллажи. Разные платформы публикуют вбросы о том, что некие прозападные силы хотят устроить беспорядки, а государственные каналы выпускают развернутые сюжеты о том, как Америка хочет развалить страну. О результатах такой активной поддержки социума можно судить по таким странам, как Украина, Грузия, Сирия, Ливия, Ирак, Венесуэла и многие другие страны, где, прикрываясь замечательными социальными и политическими лозунгами, система государственного управления просто разрушается, и людям, кроме демократии, на страницах Конституции не оставляют ничего. Это в интересах Америки. В интернете сюжеты госканалов ругают, а сайты даже составляют их подборки. Некоторые пользователи считают, что власти таким образом пытаются отвлечь внимание кыргызстанцев и предлагают снова повторить митинг с требованием реакции от властей на журналистское расследование. Джибек Бегалиева, Самат Алжбаев. Настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. Внук бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева может быть бенефициаром строительства элитного комплекса в Минске. Об этом говорится в расследовании журналистов интернет-портала Новины BUY. Причем это не единственный бизнес семьи беглого президента в Беларуси. Подробнее расскажет Ольга Жирносек. Торговый комплекс «Центропол» находится в самом центре Минска. Белое здание должно открыться уже в следующем году. Общий объем инвестиций оценивается в $80 миллионов. Строительство ведет иностранное предприятие «Гермес Construction», принадлежащее кипрской компании D-Business Solutions Limited.
Журналисты выяснили, что ею, в свою очередь, владеют 3 фирмы. Согласно британскому регистру, основной акционер компании For Patent Resource LP – 25-летний гражданин Беларуси Руслан Петров. В социальных сетях журналисты Новины Бай обнаружили, что Петров учился в Белорусском государственном университете. Среди этих студентов я не обнаружил Руслана Маратовича Петрова, но обнаружил там Бакиева Руслана Маратовича. Ну и, соответственно, мы стали предполагать, что, скорее всего, этот человек поменял фамилию с Бакиева на Петрова. Ну и надо было получить какое-то подтверждение этому. Я обзвонил преподавателей, но они не помнят такого студента Руслана Петрова. Но когда я с ними разговаривал, называл эту фамилию, голос сразу же менялся. Догадку журналистов подтвердила семейная фотография Бакиевых. На ней видно, что Руслан Петров и Руслан Бакиев один и тот же человек. Бакиевы живут в Беларуси уже 9 лет. Бывший президент Кыргызстана сбежал из страны после революции, в ходе которой погибли как минимум 84 человека. 2 года назад в интервью «Радио Свобода» он рассказал о своем побеге. Был звонок Александра Григорьевича. Он так еще в шутку. Я эту голос его знаю, мне трубку дали, говорит, Лукашенко звонит. Я беру. Его буквально первые слова. Курманбек, ты еще живой? Сначала Бакиев жил в резиденции Лукашенко, затем построил особняк в Минском микрорайоне Лебяжий. На родине его заочно осудили на 30 лет тюрьмы за коррупцию и другие преступления. Жену Бакиева, Назгуль Таламушову, 3 года назад назначили директором отеля «Минск», входящего в состав управления делами президента. Где она работает сейчас, неизвестно. Сын Бакиева – бизнесмен Марат Бакиев. По информации Новины Бай, именно он занимается строительством элитного комплекса в Минске. Руслан Петров, он же Руслан Бакиев, и его сын. В Беларусь также сбежал брат Бакиева Жаныбек, бывший глава службы государственной охраны. На родине он заочно осужден на пожизненное заключение. Сын Жаныбека, Асылбек Салиев, связан с белорусским агробизнесом. Семья Бакиевых также причастна к строительству нескольких заводов по производству аминокислот и комбикормов в Пуховическом районе. Этот проект реализует компания «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», доли в которой имеют несколько компаний. И вот и одни из этих компаний, 2 шотландские компании, которые там в доле, ими владеет, согласно выпискам из британского реестра, племянник Бакиева Асылбек Салиев. Директором этой корпорации является Даниил Урицкий. В нем кыргызские журналисты опознали бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова. На родине он приговорен к пожизненному заключению, в том числе за организацию расстрела мирных граждан в 2010 году. Ольга Жерносек. Настоящее время. Точно неизвестно, сколько денег Курманбек Бакиев и его родственники вывели из Кыргызстана. Бывший финансовый советник семьи Бакиевых Евгений Гуревич в интервью «Радио Свобода» рассказывал о приблизительной сумме в 200-300 миллионов долларов. А вот политолог Турат Акимов считает, что эта сумма в разы больше. С ним пообщалась Джазгуль Гемберзиева. В основном говорилось о сумме около 6 миллиардов долларов, что семья Бакиевых могла вывести такую сумму. Дело нужно четко понимать в том, что семья Бакиевых – это была очень крупная семья, то есть она большая семья, и все занимали очень высокие должности. Минимальная должность у них была посол в Китае, губернаторы, потом зампредседателя СНБ, президент, и сын возглавлял корпорацию царей. Это была самая главная инвестиционная структура, которая была специально выведена из, искусственно создана, и она стояла над всеми инвестиционными потоками, деньгами, которые шли в Кыргызстан, здесь проходили определенную очистку, вложения, работу, и потом инвестировались в те или иные проекты, зарубежные в том числе и местные. Порядка 6 миллиардов обычно пишут об этом. Здесь четко надо понимать, почему Бакиевы стали свободно жить, свободно общаться и ведут себя достаточно презентативно. Дело в том, что, возможно, Курманбек Салиевич очень хорошо поторговался с Розой Исаковной. Тут надо четко понимать, что Роза Тумбаева является их свахой, то есть они худасёк или сваты по-русски. Поэтому, когда шел разговор о том, что
Курманбек Салиевич сдаст свой пост. Дело в том, что он свою отставку подписывал уже на территории Казахстана. Посредником в этих переговорах был, естественно, Нурсултан Назарбаев. Это происходило в Джамбуле, и казахский спецназ его вывозил отсюда. Поэтому, я думаю, там состоялись очень большие торги, прежде чем он просто сдал свой пост. Он получил гарантии, что их семья не будет никогда подвергнута гонениям, никогда их бизнес и их бизнес-структуры, которые сегодня остались в Кыргызстане, или имели какие-то аффилированные связи с другими компаниями, которые были за границей, не будут подвергнуты преследованию. Только на таких условиях Курманбек Салиевич сдал свой пост. И иначе у Бакиева была достаточно серьезная поддержка на юге страны, и все это имело хорошую силу на тот момент. Поэтому он получил очень большие преференции от Временного правительства Кыргызской республики. Гарантом выступила сама Роза Отунбаева. Власти Кыргызстана пытаются добиться от Беларуси экстрадиции Курманбека Бакиева. Турат Акимов также ответил на вопрос, в каком случае официально Минск сможет выдать беглого президента и когда, возможно, выведенные деньги вернутся в Бишкек. Господин Лукашенко прекрасно знает, что произошло в Кыргызстане, и он был тем человеком, который даже на одном из заседаний саммита СНГ Атамбаеву на какую-то его реплику так и сказал: «Алмаз, мы знаем, кто президент, а кто захватчик власти». Поэтому отношения были достаточно натянутые. И Лукашенко в одном из своих интервью говорил, что как мы можем отказаться от человека, которого мы вчера принимали на саммите, протягивали ему руку, делали партнерские соглашения, а сегодня, когда какая-то толпа граждан его свергает, то мы должны вместе отказаться от былых наших отношений. Поэтому я предоставлю Курманбеку Салиевичу убежище, я его сам предложил, и он как бы гарантирует его безопасность. Поэтому, возможно, ситуация изменится со временем, когда, скажем, Лукашенко уйдет в отставку и придут другие люди, но говорить о том, что нынешние власти будут добиваться реальной экстрадиции или реального судебного процесса, тем более они заочно осуждены, уже даже не имеет смысла. А говорить о том, что то, что идут формальные повестки в Минск, потом разговоры об этом, я считаю, это только для оболванивания масс и простого народа, в том смысле, что мы работаем, но есть такие большие юридические международные законы, согласно которых мы не можем. Поэтому, когда Курманбек Салиевич выезжал из страны, то он провел достаточно успешные переговоры. В Кыргызстане несколько часов назад завершился саммит глав государств Организации договора о коллективной безопасности. В Бишкек прибыли президент России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Беларусь Александр Лукашенко, Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Большая часть разговора первых лиц прошла без прессы, но по итогам лидеры стран поделились рядом интересных идей. Владимир Путин готов расширять круг друзей ОДКБ, а Сооронбай Джеймбеков против изменения общей истории. Дарья Тимофеева продолжит. Из всех руководителей стран-участниц ОДКБ лично президент Кыргызстана в аэропорту встречал только двоих. Первого гостя Касыма-Жомарта Токаева. Он прибыл в Бишкек еще накануне в рамках своего государственного визита. Лично поприветствовал Сооронбай Джеймбеков и прилетевшего сегодня последним Владимира Путина. Остальных высокопоставленных участников саммита у трапа ждал премьер-министр. До резиденции первые лица добрались довольно быстро. 2 дня центральные улицы столицы регулярно перекрывают для проезда гостей. Отключены и камеры видеонаблюдения на дорогах Бишкека. Вечер накануне и сегодняшнее утро Сооронбай Джеймбеков посвятил двусторонним встречам. Из важного для региона обсудили с Эмомали Рахмоном проблему описания границ. Подробности разговора не опубликовывались. Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ стартовала в узком формате. На заседании аккредитовались более 250 журналистов. К обсуждению были допущены единицы. Разговор за закрытыми дверями длился около 3 часов. Как хозяин сегодняшней встречи, заседание в расширенном составе открыл президент Кыргызстана.
Сооронбай Джейнбеков подчеркнул особые усилия России по обеспечению безопасности Евразийского региона, заверил в своей поддержке и выступил против переписывания общей истории стран. По всем вопросам повестки дня сессии ОДКБ достигнуто полное взаимопонимание. Мы обсудили также основные итоги деятельности организации в межсессионный период и принятые меры по противодействию современным вызовам и угрозам безопасности. Были определены актуальные направления деятельности на следующий год. Буквально накануне Кыргызстан получил от России очередную партию военно-технической помощи – 2 вертолета и радиолокационные станции. Сегодня Владимир Путин отметил, что необходимо совместно противостоять незаконному обороту наркотиков. В числе приоритетов, обозначенных российским лидером, было и наращивание потенциала миротворческих сил. Предлагаем продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН. Россия будет содействовать расширению круга друзей нашей организации за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями. По итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ подписали 15 документов. До встречи заявлялось только о 6. Основной фокус ожидаемо на укреплении глобальной и региональной безопасности. Часть документов описывает шаги по снижению напряженности в таджикско-афганском приграничье. Уже подписан проект плана мероприятий празднования Дня Победы. Сегодня же главы других государств покинут Кыргызстан. Следующая их встреча в рамках ОДКБ запланирована на будущий год. Заседание коллективной безопасности ОДКБ пройдет в России. Именно к ней переходит председательство в организации в 2020 году. Отныне в Казахстане за нечистых на руку чиновников будут в ответе их начальники самого высокого ранга. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон о госслужбе и противодействии коррупции. Как пояснил первый замглавы антикоррупционной службы Олжас Бектенов, теперь министры и их замы, мэры, вице-мэры, акимы и заместители акимов главы районов будут обязаны подать в отставку, если суд признает их непосредственных подчиненных виновными в совершении коррупционного преступления. Написать заявление об увольнении чиновники должны будут спустя 10 дней после оглашения судом вердикта. Бектенов особо отметил, что с принятием нового закона в Казахстане наступает новый этап противодействия коррупции. Я напомню, идея увольнять таким образом высокопоставленных руководителей принадлежит самому Касым-Жомарту Токаеву. По информации Национального бюро по противодействию коррупции, в 2018 году в Казахстане совершено 1778 коррупционных преступлений. Более 1000 должностных лиц были привлечены к ответственности. Правозащитная организация Transparency International отмечает высокий уровень коррупции в Казахстане. Страна находится в красной зоне. Смотрите далее в нашей программе. Десятки таджикистанцев оплатили паломничество на Малый хадж. Перед вылетом организатора поездки арестовали, и полет сорвался. В результате ни хаджа, ни денег. Правда, потраченные средства обещают вернуть. Мужчина представился сотрудником госбезопасности. Я ему сказала: сынок, если у тебя мать... Мы продолжаем. В Таджикистане в армию забрали единственного опекуна 2 сирот. Скандальный случай произошел в Фархорском районе. Об этом сообщает таджикистанский сайт Ахбор. Сотрудники военкомата и Госкомитета нацбезопасности устроили на юношей и молодых мужчин призывного возраста облаву. Так в Таджикистане называют принудительное задержание призывников на улицах для службы в армии. Как сообщают местные жители, задержанные десятки людей, их отвезли в отделение ГКНБ. По словам жителей района, для выполнения плана осеннего призыва в военкомату необходимо отправить на службу примерно 30 человек. Ради этого и была проведена облава. Среди задержанных оказался и 22-летний банкир Зокир Хусайнов. Он является сиротой и единственным опекуном для своих младших сестры и брата. Законы Таджикистана запрещают призывать в армию круглых сирот и единственных опекунов в семье. Отмечу, облавы на мужчин призывного возраста в Таджикистане – явление частое. Призывники всячески избегают армию из-за дедовщины и плохих условий несения службы. Министерство обороны называет эти облавы незаконными. При этом не было ни одного случая, чтобы сотрудников военкомата или правоохранительных органов за проведенные облавы наказывали.
Несколько десятков таджикистанцев обратились в Комитет по делам религий с жалобой. Им не дали вылететь в Саудовскую Аравию для совершения малого хаджа. Паломники требуют вернуть деньги или все же отправить их к святыням. Организатора этой поездки сотрудники госбезопасности задержали в аэропорту Душанбе в минувшую субботу. Власти утверждают, что он вел незаконную предпринимательскую деятельность. Анушервон Арипов разбирался в этой истории. Мархабу Давлатова о возможности совершить малое паломничество всего за $1700 узнала от соседей. Такая сумма у нее была. Это деньги, отложенные на ремонт дома. Их Давлатова скопила за 3 года с продажи фруктов из своего сада. Отправить пожилую женщину в малый хадж должен был знакомый ее родственников. Но когда она прибыла в аэропорт, организатора поездки задержали сотрудники госбезопасности. Так как все документы Давлатовой и еще 3 десятков паломников были у бизнесмена, люди так и не смогли попасть на свой рейс. Я подошла к тем, кто задержал нашего сопровождающего, и спросила, почему он задержан. Мне сказали, что этот Тило вас хотел отправить незаконно. Мужчина представился сотрудником госбезопасности. Я ему сказала: сынок, если у тебя мать, вы нас отправьте, а потом разбирайтесь между собой. В частном порядке в малый хадж может отправиться каждый таджикистанец. Для этого не нужно никаких специальных разрешений, только виза и билет. Визу можно оформить меньше, чем за час через интернет. Власти Саудовской Аравии в июне упростили процедуру оформления разрешения на въезд. Но в Комитете по делам религии страны говорят, что организатор поездки собрал несколько групп людей для малого хаджа, а это могут делать только турфирмы, имеющие специальную лицензию. Так его задержали за незаконное предпринимательство. По той информации, которая оказалась в нашем распоряжении, несколько лиц собирали группы жителей страны, которые хотели выехать в Малый Хадж. Действуя как туристические компании, они не имели регистрации, то есть не платили налогов. Они селили людей не в гостиницах, а в бесплатных ночлежках и не несли ответственность за условия, предоставляемые паломникам. Организатора поездки к святыням оштрафовали и отпустили. Но поездка паломников уже была сорвана. И по словам юриста Шокирджона Хакимова, правоохранители тем самым нарушили все правила и законы. Они должны были позволить людям вылететь для совершения хаджа, несмотря на задержание правонарушителя. Свободу на передвижение граждан Таджикистана еще никто не отменял, отметил эксперт. Следовательно, вот эти люди, которые приобрели билет, заранее знают, куда едут, цели известны. Если в отношении них правоохранительные органы не имели проблемы, связанные с их передвижением, и не распространяются меры пресечения или не установлены и приняты меры пресечения, тогда они имеют право создавать проблему, препятствия. Отправлять в малый хадж группы паломников могут сегодня всего 2 фирмы – Расул и Ормон. Только у них есть лицензия на эту деятельность. Они несут полную ответственность за качество услуг и условия проживания паломников, говорят чиновники от религии. Если туристические агентства хотят отправлять в Малый хадж таджикистанцев, они могут обратиться в комитет за лицензией для осуществления этой деятельности. Эксперту такой скудный выбор фирм, которые организованно отправляют паломников, кажется подозрительным. Население достаточно религиозное в стране, и спрос должен быть огромный. Видимо, кто-то заинтересован, чтобы лицензии были только у ограниченного количества юрлиц, а это монополизация рынка. На 9 миллионов населения Таджикистана, и учитывая, что глубоко религиозная страна, по согласованию соответствующих государственных институтов, всего лишь 2 юридические лица, как хозяйствующие субъекты, превратили эту вид деятельности как предпринимательский неправильно. В Комитете по делам религии сегодня пообещали, что заплаченные за поездку деньги вернут людям уже в течение нескольких недель. Тем, кто все же хочет поехать в Малый хадж, чиновники рекомендуют приобрести путевку у одной из турфирм. Правда, придется доплатить еще порядка $300. Анушервон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Я желаю вам всего доброго. До встречи. Жители неподконтрольного Украине Донбасса боятся возможных преследований после реинтеграции. Сотни тысяч человек работают в структурах под контролем группировок ЛДНР и теоретически могут быть привлечены к ответственности. Что им готовит будущий закон о переходном правосудии и готовы ли учителя и врачи Донецка вернуться в Украину? Украинская армия отказывается от снайперской винтовки Драгунова. Уже около года ВСУ получают украинскую замену СВД винтовку ЮАР-10. Как в связи с этим изменилась подготовка стрелков?
Постойте здесь. Не идите сюда с камерой.